Жизнь – это театр. Здравствуйте, вы смотрите на канале ГРТ программу «Гагаузия Гюнгюндан». Сегодня у нас в гостях академик, писатель, журналист, прозаик, публицист, драматург Тодор Занет. Здравствуйте. Здравствуйте. Оставайтесь с нами, встретимся через несколько секунд. 16 мая в Чедерлунском театре имени Диониса Танасоглу прошел отборочный тур. Я предлагаю посмотреть репортаж, который отсняла наша съемочная группа. Спектакль «Мозгорой» поставлен на гагаузском языке на основе пьесы Тодора Занет. Постановка отображает быт, традиции и поверья гагаузского народа и предоставляет зрителю возможность прочувствовать аутентичную атмосферу, в которой жили предки гагаузов. Отличная костюмированная постановка, волшебный и сказочный сюжет из глубин веков гагаузской культурной традиции. Так оценили пьесу зрители. Очень понравилось, очень приятно, что наша гагаузская культура процветает. Очень приятно нам, что мы слышим на гагаузском языке эти все пьесы. Даже недавно тоже видели, в интернете видела тоже одну пьесу. Очень красиво, очень оригинально придумали, молодцы. Мы благодарим всех актеров и режиссеров за такой прекрасный спектакль. Пьеса очень красивая, звуковые эффекты завораживают. Были моменты такие, что ребята сидели тихо-тихо, но потом, когда был такой звук, они все испугались, но потом увидели, что все нормально. Мне понравился, было интересно и смешно. Ты все поняла? Частично. Спектакль был очень интересный, все было на высшем уровне и очень интересно. Я пытался слушаться, и было все хорошо. Спектакль «Смешные жеманницы» поставлен по мотивам легкой и веселой одноименной комедии Мольера. Эта пьеса одна из самых развлекательных в творчестве выдающегося французского драматурга. Сюжет актуален на все времена. Столичный воздух вскружил двум жеманницам голову. Они начинают кокетничать с представителями высшего света и постепенно забывают о женихах. Оскорбленные юноши принимают решение отомстить ветреным особам. Подобрали материал с Михаилом Дмитриевичем, с ребятами и в общем-то, осуществили. А насколько успешно, ну, это уже зрительская история, да, то есть нам нравилось, мы делали все это с огромным удовольствием, с огромной любовью и в большой кайф. Очень хохотали, смеялись, радовались на репетициях и весь труд, который ребята вложили, а это действительно серьезный актерский труд, он ну, был для меня, по крайней мере, в удовольствие. Я очень верю, что для них тоже и играть им в удовольствие, и смотреть это тоже удовольствие. В ежегодной национальной театральной премии «Гала-премии» ЛОР принимают участие все театры, функционирующие на территории Молдовы. Национальная премия присуждается за творческие достижения театров и отдельных деятелей искусств за календарный год. Национальный театр имени Танасоглу ежегодно принимает в нем участие. Этим самым мы показываем, что мы есть гагаузский театр, есть гагаузский народ. И не только на республиканских театральных фестивалях, но и на международных театральных фестивалях мы каждый год участвуем, как в Татарстане, Башкортостане, в Турции много раз. Вот в этом году тоже планируем поехать на следующем, в июне месяце, поехать в Конью и представить спектакль «Помела», «Дорогая Помела». То есть не сидим на месте, а представляем нашу Гагаузию. Все показы спектакля Национального театра имени Танасогла проходили в строгом соответствии с необходимыми санитарными нормами. Обязательная термометрия зрителей на входе, наличие дезинфектантов и рассадка в залах на социальной дистанции. Начнем с того, что Михаил Дмитриевич Константинов, директор Национального театра, Гагаузского национального театра имени Танасоглу, он давно хотел такую пьесу, очень давно. Но чтобы была хорошая пьеса, нужна хорошая идея. Идеи не было. Где-то витала, я не знаю. Потом, когда был принят закон о развитии гагаузского языка, и Управление культуры решило объявить конкурсы на драматические произведения и переводы других драматических произведений, вот тогда решил, что надо все-таки взяться и сделать. Идея была такая, все равно идеи не было. Надо было, условие было такое, что пьеса должна быть, отражать гагаузскую культуру, фольклор,
то есть все, что связано с гагаузами. Но потом я вспомнил, что когда мы были маленькие, если ты чумазый, испачкался такой, вот говорили, мозголой. То есть мозголой это не чудовище, а чудище. Вот если такое. Ну и вокруг этого мозголоя я решил, что надо развивать сюжет. Но вы хотели именно детям... Так, задача была детская. Детской. Да, но сюжет развивался так. Сперва я думал мозголой, и то Пал Джанавари, и кто-то еще. Потом я решил, что нет, так не будет. Драматургически я не могу завязать пьесу. Нужно, чтобы было интересно, динамично, и вместе с тем, чтобы... еще было условие, что интерактивное, чтобы актеры могли беседовать с залом. И в конце концов я решил взять всех основных героев нашего фольклора. Это, скажем, Карагарга, Йолук Саксон, Мозгола я сказал, Топал Джанавари сказал. Конечно, Джады Бабусу, без Джаду Бабусу нельзя. Мыр Котубан, кота. И потом дело в том, что только в гагаузском фольклоре русалы, есть русалы. В остальных народах я не встречал, у них русалки. А у гагаузском фольклоре есть поверье, что есть русалки, есть дети маленькие, вот, только девочки, и русалы, вот это мужчины, которые живут внутри горы. Ну, а потом было делом техники все это связать, все выбрать линии. Потом решили, что нужно раскрыть и наши праздники, русали праздники. Если вы были на показе, наблюдали. Видели там и русали чашембасы, и русали автосы. То есть все вот это вместе собрали, и получилось то, что получилось. Я считаю, что очень хорошо поставили. Режиссеры Михаил Резунец и Толя Анатолий Радлов, они очень поняли, как нужно сделать. И плюс еще коллектив, актеры тоже были так, ну, наверное, я думаю, так еще один момент, отрицательно положительный, это была пандемия. И они сосредоточились, они не могли... Над работой. Да, они ездили именно на гастроли работали. И так далее. И я хочу сказать, что и русалки, и все актеры Йолук Гага, Йолук Сакса и так далее, и технический персонал, и композитор, и свет, и костюмы. Все было подобрано. А вот вы как автор этой пьесы, когда сидели на премьере, да, вот что вы чувствовали? Вы именно так хотели увидеть? Или что-то бы, может быть, все-таки добавили? Давайте так. Когда хозяйка ждет гостей, она, когда приходят гости, подает самое лучшее. То есть уже гости не знают кухню. То есть как она бедная, там и на плите надо покраситься и так далее. Здесь то же самое. Работа была тяжелая, работа была сложная. У нас были большие, скажем так, разные взгляды на костюмы. Я приезжал специально. Но они с вами советовались? Так я приезжал специально и настаивал, что вот герой должен быть так, герой должен быть так. Конечно, они советовались, но они молодцы, что они не зациклились на моем видении, а они сделали так, чтобы театр зрители восприняли. Вы посмотрите, у меня по задумке, скажем, Йолук Саксон, это неряшливая сорока, да? У меня вначале она должна быть такая неряшливая, а потом она меняет имидж. А они решили с этого начать. Она красавица была. Она красавица, она постоянно в зеркало гляделась. Да, они обыграли, они очень красиво сделали. И она же говорит, ты, говорит, такая неряшливая, а сегодня такая красивая. Говорит, я была в салоне. Ну и так далее. Что касается сюжетной линии, мне очень понравилось, что они нашли шикарное решение с этой подводой, этой тачкой. Я не знал, как они решают вопрос саланга, качели. То есть все, ребят, чувствуется коллективный труд. Чувствуется, что все были, начиная от, скажем, директора театра, заканчивая работниками сцены, все
симфонический оркестр сыграл. Так Но скажем. это одна большая команда вместе с вами. Насколько было сложно подобрать хороший, понятливый гагаузский язык для детей? Ведь основная аудитория этого спектакля все-таки являются дети. В этом вопросе у меня лично проблем не было, потому что я фольклором занимаюсь давно. И знаете, сколько книг уже издал, и записи, и так далее. То есть практически все фразы это с фольклора. Поверьте мне, что в фольклоре легкий гагаузский язык, не надуманный, не искусственный. Понимаете? То же самое было при переводе, чуть позже скажу. То есть дети это слышали с детства. Для ихнего уха это привычно. Поэтому они и впитывали. Я вам скажу, на премьере произошел такой казус. Ну не казус, а для меня очень приятно. Со сцены спрашивают, куда ушел Топал Джановар. Уходит же там в момент, а один из зала говорит, о, за кулисами стоит. То есть дети следят, наблюдают. Мне очень понравилось. Интерактивность все-таки получилась, потому что задавались вопросы, звучали ответы, да. Они сопереживали вместе с героями. Абсолютно верно. Я думаю, что все эти герои им полюбились, начиная от Мозгорой и Топал Джановар. Вообще в гагаузском фольклоре есть Джановар Йортулы, волчьи праздники. А Топал Джановар, он считается хромой волк. Он считался более, его надо было лучше соблюдать, потому что он более злой. А задача здесь была не сделать его злым. Вы помните фрагмент, когда говорят, почему тебя называют Топал? Хромой. Он говорит, напал на одну там осла и так далее. То есть надо было довести до... Вы понимаете, для взрослого легко писать, а для детей очень сложно, и надо было, чтобы дети поняли. Я думаю, поняли. Вы когда пишете для детей, вы становитесь немножко сами ребенком? По-другому нельзя. Или возвращаетесь в свое детство? Ну, в детство я не возвращаюсь, скажем так, детство было немножко по-другому. Надо было работать в бригадах школьных, надо было учиться, надо было... Конечно, бабушкины рассказы, мамины рассказы, фольклор, подсознание он есть. Но я писал для детей и стихи, и прозу, и самое главное, я сделал за азбуку. Бёджеджик — это азбука, которая по методологии была признана Министерством образования Молдавской ССР как книга, которая пригодна для обучения. И там нужно было учитывать всю психологию детей. То есть мы можем написать красивое слово, но если он в подсознании, я знаю, что это слово до него не дойдет, может 10 раз писать, и дети не воспримут это. И не запомнят, и просто потом применять не будут? Нет. Надо играть, надо писать с точки зрения игривости. Если я пишу образ волка, он должен подходить на мальчонка какого, который готов взять камень и бросить куда-то. Если это саксон, то это же девушка, которая та же с зеркалами, с помадой и так далее. То есть все это надо на уровне психологии вот этих 7-10-летних детей вот для этого возраста. Все-таки вот этот герой, Мозгорой, он прошелся вот красной нитью по всему спектаклю. Вот как вы вкладывали в его речь вот эти гагаузские слова? Но дело в том, что Мозгорой... Когда он появился с волком, вот как вы их вкладывали? Понимаете, он живет в лесу. Кто у него может быть друг? Конечно, звери. Кто самый ближний из гагаузского фольклора? Это волк. Значит, я должен был объединить два героя гагаузского фольклора. Вот Мозгорой и волк. Но вы посмотрите, Мозгорой, он кушает грибы, да, он делает там, то есть, скажем так, волк нет. Волк плотоядный. Понимаете, надо было показать, чтобы если бы волк кушал грибы, мне дети бы не поверили. Понимаете? То есть надо было все это обладать, контраст, и вместе с тем они вместе. То же самое, вот посмотрите, Джады Бабусу и кот. Кот вроде бы хулиган хулиганом, но кот тоже свои плюсы имеет.
То есть надо было все это показать, чтобы дети поняли. Вот. Ну, Джады Бабус — это тоже особый герой, который играет злого, нехорошего героя в этом спектакле, но тем не менее в конце почему-то становится жаль ее. Как вам удалось вот эту вот нить? Вы понимаете, вы посмотрите, самое сложное из этого было вот эти И она заговоры. понимает вот это вот все, что она натворила. Понимает, но она вынуждена, потому что там волшебный барабан, даул. Даул, И она танцует. Это надо было найти решение, как... я не знал, как закончить. Потом сообразил, что раз, если эти играют на музыкальных инструментах, то даул. И это идея моя. Потом, когда она заговор с этой палкой, вот эти все заговоры, это я придумал из фрагментов фольклора там. Потом, когда она с палкой, тоже все это надо было придумать, и надо было, чтобы звучало с ее уст вроде бы как зло, и вместе с тем как стих, как скороговорка. Это надо было придумать. Потом надо было придумать в конце, она не побеждена. Поняла все это, но она не побеждена. Она просто на какой-то момент стала, ну, скажем, не Джады Бабус. Сюледыбян Ойнуджидым Сабадан. Да, когда да, вот да. в конце. Ойнуджин Сабадан, но она Ойнуджин Сабадан почему? Потому что утром лопнет этот. А это сказала, хочешь, на, танцуй. То есть вот это тоже. Нет, ребята решили план. Я вам скажу больше. Ради барабана они поехали в Когульский район, который, знаете, дедушка с бабушкой есть, бабушкой, которые с дуб поют песни. Вот у них они заказали этот барабан. Специально. Михаил Дмитриевич, извини, что я раскрываю тайны. Секрет. Да. Понимаете? То есть они готовились очень тщательно. И они, я говорю, труппе Гагаузского национального театра имени Дениса Тарасова. Сейчас предлагаю короткие отрывки посмотреть. Sağ ol sana Rusali Baconi. Kurtardın bu beladan, sen olmaydın bilmiyorum ne yapacağım. Sağ ol deyin Kara Gargı Efendi, hem Dilber Kuşa Saksana. Onlar bana yardımcı oldular. Sağ ol. Sağ ol. Bunlarla ne yapacağız? Kol vereceğiz. Kol gitsinler nereden geldiler. Pek isla bir fikir. De vakitte geçti. Mancam da pişti. Rusali Baconi, buyur geç ateşe. Sağ ol. Федор Иванович, скажите, вот вы когда сидели в зале, вы чувствовали, что-то труппа изменила в вашем сценарии? Или оставили так, как есть? Может быть, что-то добавила, может быть, какие-то слова? Вы понимаете, если бы они сделали только как у меня, этот спектакль бы не состоялся. Я скажу так, и горе тому актеру, который он не вносит свое что-то в... Фишечку свою. Да. Они, каждый из актеров добавил свое. Добавил и сыграл, ну так скажем, как он чувствует. И это очень хорошо. Я вам скажу больше. Вот у меня по сценарию не было этой тачки. Режиссер Анатолий Радлов, он придумал это. И получилось, что это я... Первый выход он как раз вот сыграл очень Он огромную сыграл такую... все. Я просто не знал, как они поставят качели, потому что без качелей невозможно этот спектакль, потому что русалки, день русалки, надо, они должны кататься. То есть они обыграли, вот это их молодцы. Потом переодевание русалок. Это они придумали, шикарно придумали, вот это борьба добра и зла. Но они не взяли черный, а взяли красный. Почему? В гагаузском фольклоре русалки носят или белые платья, или красные. Красные платья это те, которые не умерли своей смертью, так скажем. То есть это поверье. Потом с полынью. В гагаузском фольклоре и в любом фольклоре, я не знаю, не изучал специально, но
защититься от русалок, потому что в русальский четверг есть поверье, что русали чарпе. Чарпе это сводит с ума, скажем так. И спасает тебя сладости и полынь. Полынь. Так вот, когда он играет с полынью, помните, когда воспоминания, Да. это они сыграли, молодцы, они когда так. То есть теперь вам, когда сейчас ворон пришел и перемешивает манджи, еду, дело в том, что когда я прописывал ворона, я находил ему слова, где буква «Р». Понимаете, он должен картать, но я не могу. То есть я, когда я писал сороку в гагаузском языке, саксан, сакрде, сак, она все время делала сак. И надо было найти слова, которые созвучны. Бусав сакла. Вот когда она объясняет, что сав-сак это так, дурачки или как-то там. Когда она объясняет уже в конце, что пришли, она не оскорбляет их, а говорит сав-сакла. То есть нехорошие люди. Все нужно было найти. И вот я сижу в зале, и когда он подошел перемешивать, я вижу, что там не хватает реплики. У меня нет. И они придумали эту сцену с перемет. Потом у меня автоматически возникло «Я манджа карма каршик». В обоих есть буква «Р». И я после этого подошел к исполнителю Денису Бабурину и сказал: Денис, вот здесь в следующий раз запомни вот эту фразу. То есть характерный для ворона. Молодцы, из Бозани, у меня нет претензий. То, что по мелочам, просто мы перед тем, как была премьера, мы встретились, я специально еще раз приезжал в Чадырмунгу и объяснил ребятам минусы того, что они сделали перед. Они работали без меня, мы не могли, карантин был. И спасибо, они учли все замечания. И когда я приехал на премьеру, вы задали вопрос, как я себя чувствовал. Я сидел и думаю, так. Будет, но не знаю, что будет. И я, когда все началось, я просто эти 50 минут полетели как миг. Ребята учли все замечания, добавили свои новые фишки, как говорят, и на одном дыхании. Так что я поздравляю. Ваша оценка? Отлично. Гала-премии надо дать. Теперь хотелось бы переключиться на второй спектакль. Очень интересно. Я тоже была. Как вы сказали, вот ваши 50 минут первого спектакля, так и у меня вот второй спектакль на одном дыхании с удовольствием смотрела. Это «Гюленту Куконалар». Это уже переведенная, да, вами пьеса Мольера. Почему именно это? Эту пьесу захотело управление культуры. Видно, это театр... тоже на конкурс, да? Не, они выдвинули сейчас, но на том конкурсе в прошлом году театры заказали перевод. Вот в этом году они тоже заказали перевод, но я не занялся переводом. Детский спектакль был мне неинтересный, «Три поросенка» дали, не знаю, кто перевел и как перевел, но мне неинтересно было. Вторую они заказали в этом году, еще одну пьесу. Мне тоже не было интересно. Вообще не интересно. Вот как с каким интересом переводили Мольера? Они заказали Мольера, и я перечитал пьесу. Я не думал о том, что мой перевод будет лучше или хуже. Мне уже было интересно передать язык Мольера так, чтобы он звучал на гагаузском. Понимаете? И не просто перевести мо-томо, что написано. Нет, надо было обыграть и найти те слова для этих жеманниц. Они же, извините, сельские провинциалки. Слово провинциалка я специально оставил. Потому что если мы говорим «кюлю», это не совсем провинциалка. Да, оно не воспринимается. Не воспринимает. Я, например, всегда говорю, что не надо выкидывать из гагаузского языка слова, которые вошли в наш язык из-за того, что у нас их не было. То есть он только обогащает новое слово. Потом, мне уже интересно было, и я разделил персонажей. То есть, кто как будет говорить. Вот отец вот так будет, эти графья, что были, вот так будут,
Слуги надо было показать, что они, как говорят, из грязи в князи, там играют вот так. Жеманниц надо было тоже найти характер. Видите, они разные играют, и я не дал их один. Хотя по пьесе, когда вы читаете, они практически не отличаются друг от друга. Спасибо актерам, они сыграли шикарно. Шикарно, да. С удовольствием смотрела. И когда перевод, я сделал перевод, и ребята изучали. Елена Данаджи, актриса, сказала: Филанч, так легко и сложно. Она говорит, так легко и сложно, потому что предложения длинные, предложения мелодичные. И все. Я сказал: Лена, сокращать нельзя. Или вы говорите всю фразу, или вы эту фразу выкидываете. Потому что могут сокращать. Они же не сыграли все, что я перевел. То есть режиссер выбрал себе. И до сих пор она мне говорит, вот это мы выучили, вот вы слышали, что я, например, считаю, что со сцены театра звучал французский Мольер на гагаузском языке. Это было просто шикарно. Опять же, предлагаю посмотреть отрывки этого спектакля. Basalım yalvarırım sana. Of ayolcum, biz başladık modaya girme. Değilsek cümlede bize yolunu bulmuş. Ali Ali. Hanımlar, izin verin tanıştırayım sizi bu şanlı efendiler. Oh hak eder sizinle tanışma. Doğruluk ister ka. Siz yaplarına. Güzelliklerini seviyorlar. Doğalısınız. Hakları hepsi sıkırda insanlara. Saygınız sizin yetişir yataklı kenarlarının sonuna kadar. Anladım. Kalenderinde büyükü gümüş en nişanlı sayılacak değil mi? Hanımlar şaştırmasın sizi bir kontun görüntüsü. O şimdi geçirdiği bir hastalık. Hastalık mı? Hangisi soldurdu onun yüzünü? O gece durmaların işleri. Geldik asker zaten. Haberiniz var mı hanımlar? Hani Vikont şimdiki zamanda hem şanlı bir efendi. Şanlı. Öyle elinizde görevsiniz sitli bir kavaleristi. Öyle ben kavaler. Kavallerist. Siz de markiz kendinizi utandırmacınız. Beleriz biz sizi. Öyle biz sizinle bile değil bir kreatürlü kuşkulu işlere araz girdik. Hem de karşılak kuşkulu işlerde. Ama değil o kadar haşlak ne kadar büyüküsü. Onunla armada tanıştık. O zaman markiz yendiriciydi. Kavalere polkonu. Maltalı galeralarda. Galer. Ama siz Vikont askerliği benden neleri götürerdiniz? Ne kadar tutarım aklımda siz 2000 kavalerin başında durardınız. 2000 mi? Öyle açan ben ta küçük gratta ofitserdim. Ne seninle? Cenk. Cenk mi? Cenk. Cenk. Cenkisler iş. Ama doğrusunu söyleme. Bugünkü günde sırayında tek paya koymarlar. Evvel askerleri. Nice biz canımızla. Öyle teosire da ben isterim asma kılıcımı yensire. Yensire mi? Kılıcımı. Gel ama. Deli gibi severim. Askerleri. Ben de pek severim askerleri. Ama benim dadım. Girginlik hem de derin fikir. Derin fikir. Tutarsın mı aklında o olanatı? Hangisini biz becerdik alma arasıyla geçirirken? Ne söyleme? Dolunay. Sen doğrusun Dolunay. Kim ama ben tek silah tutarım aklımda. O zaman beni granata yaraladı. Granata? Yaraladı beni. Ayağımı da şimdi de o izi bil. Bir çizginlik yapın, yoklayın.
Duyarsınız mı? Nasılmış? Pek büyük bir yara. Uzatın elinizi yalvarırım. Kimden? Öyle siz. Dayaklan. Nerenizi? Burasını. Duyarsınız mı? Neyse duyarım. Bu muşkitten bir yara hangisini bitki sefer kabul ettin? Ama de burada. Nerede? Tamam. De burada. Grevin dışında bir kurşunla yaralandım. Şimdi ben size göstereceğim. En titsi bir yara yerini. Ödül lazım. Biz size inanırız. Şanlı bu nişanlar henüzle benim garantim. Sizin görüntünüz sizin için anladım. Vicomte Fayton seni bekler mi? Ne iş için? Fena olmayacaktı hanımlarla kasabaya gitmeye. Davrada onları ikram etme. Bizemin yok nice yerden çıkma. O zaman teklif edeceğiz çakılcaları, davet edeceğiz. Silah düşünmüşsün. Dikkat edin. Marotta! Marotta! Ne olur? Marotta! Varınca biz rahat duralım madmozeller. Açan bizim hizmetçilerimizi tayi kabul ederlerine kadar bizi. Hizmetçiler mi? Hizmetçiler. Hem de sizin tarafınızdan büyük akmaklık hem büyük ayıplık hani siz onları bozarsanız. Pek bozarsınız. Ama öte doğru size sıra gelmeyecek Leventli grubalarla gezme hem alemin gözlerini boyama. Ya soysuzlar, soyun. Çıkarın sırtlarınızdan şu partalları. Kalsalıcaklım bizim Leventli'yimiz. Hastalık hem markizatlık yok oldu. Marotta! Can sıkıntısından kendime yer bulamıyorum. Allah'ım yavrum. İsterseniz onları mı sevmeye? İstersiniz mi? Sevin, sevin. Ama sadece onların pek güzel. И все же, что вы хотите пожелать труппе Гагаузского театра имени Диониса Танасоглу вот, в дальнейшем? Я скажу так, с труппой я сотрудничаю с самого начала. Некоторые из членов труппы были моими студентами в Институте искусств, когда я им преподавал сценическую речь. Скажу так, театр рос на глазах, на моих глазах. И они сегодня достигли того уровня, который не стыдно вести спектакли хоть в Париж, хоть куда. Это очень высокопрофессиональная труппа получилась. Очень хорошая режиссура, очень хороший спектакль. Я пожелал бы одного. Вверх подняться легко. Падать очень легко. Удержаться? Удержаться тяжело. Чтобы они удержались, чтобы им не скрутило голову вот этот успех, который у них есть. Они развиваются, они занимаются, они работают. Чтобы не сбавляли темпов, и скажу еще больше. Эта пандемия закончится. А искусство театра останется всегда. Поэтому пусть они служат искусству театра. Спасибо. Вот на такой позитивной и хорошей ноте хотелось бы завершить нашу программу и нашу встречу.